но не исправляются. Приходят в приход и не всегда находят себя. Потому что им такое слово вдолбили, что они не должны быть вот в этой среде, и у них происходит некое такой конфликт. Когда есть православная татарская община, этот конфликт уходит. И многие татары православные прошли через общину, они потом поняли, что они говорили, да я просто православный татарин. То есть они это осознали, проговорили в себе и живут дальше уже осознавая себя как татары. И более того, они потом несут весть уже к своей родне. Они не комплексуют, не прячутся, не снимают кресты, как нас заставляют. Потому что кого-то, вот я знаю, кого-то в родне заставляют с детства плевать на кресты, кому-то снимать. Это есть в татарской среде нашей, мы все это прекрасно знаем. Кто как. У кого-то там дедушки, бабушки, отцы стирают кресты и все крестообразное. И нас этому учили с детства. И когда человек, когда почувствовал и увидел, что православные татары, и это хорошо, это нормально, и в этом и можно молиться на родном языке, и это не связано никак с исламом, когда у человека происходит вот это вот снятие преткновения, он приходит к своей родню, и более сильный, более крепкий, он приходит и рассказывает, а я татарин, а я православный. И с этой силой, приходя в свою родню, люди начинают креститься, то есть принимать святое крещение. И тоже, потому что жажда в татарской среде есть. А так у нас какая ситуация получается, что многие татары принимают православие, они как бы скрываются. Мы даже написали такую статью под названием «Православный ниндзя». Илина написала. Илина, да. Вот, православный ниндзя, то есть человек крестился, но как ниндзя скрывается. И создается впечатление, что татары, как у нас сейчас в обществе говорится, татары равно мусульмане. Это, естественно, активно политически поддерживается. И если мы не объединимся, не начнем служить литургию, не начнем служить молебны, то вообще другу помогать, поддерживать, то, в общем-то, нашим родственникам будет очень тяжело спасаться. Вот, может быть, настал тот момент, который заложил начало отец Даниил, что все-таки за много веков вот эта вот неправильная установка татары равно мусульмане, она будет естественным образом преодолена. Потому что я свидетельствую о том, что очень много трагедий в семьях, у родственников, трагедия на трагедии. Когда человек крестился и не может исповедовать веру Христову, не может ее принести родственникам, потому что есть притыкания, и я надеюсь, что наша община поможет эти притыкания снять. Вот. Поэтому дай Бог, чтобы у нас пошла литургия регулярная, дай Бог, чтобы у нас прошла конференция, которая призвана будет снять тоже притыкания с теми крещенными татарами Татарстана, которые есть. Их там огромная масса. Есть этнические крещенные татары, которые проживают на территории Татарстана, Башкортостана. И им говорят, что их насильно крестили, что они... В общем, там есть тоже проблемы. Нам, если объединиться на вот этих мероприятиях, мы вместе сила. Как Христос сказал, ни с кем не ссориться, со всеми мир. И Христа ради делать дела любви. Вот. И мы много лет уже работаем, сколько лет, 20, да? Больше. Вот, больше. Еще нету регулярной литургии. Настолько оказалась эта тема тяжелой, сложной. Вот. Может быть, в этом году, в следующем году мы все-таки преодолеем этот рубеж. Литургии были? Были, но они нерегулярные. Они не стали регулярно служить. Да. То есть теперь надо выйти на то, что постоянно. Постоянно. И вот мы приезжали, Евгений рассказывал про приход в Вознакаево, в Татарстане, который мы нашли. Приход, там приходской совет из православных татар. Внешне эти люди похожи на русских, никто никак не поймет, что это татары. Сами между собой они говорят татарские, они татарские сохранили. Ну, это деревенские люди, там город такой типа, не так, как в Москве. То есть люди там живут достаточно деревенской жизнью. И нам рассказал знакомый священник, сказал, что там, вот, представляете, вот я окормляю приход русских, говорящих на татарском. Мы сразу же поняли, что это татары православные. Когда мы с ними встретились, мы провели там молебен о некрещенных. После этого молебна сразу же крестилась татарка одна. Мы предложили креститься, она сразу же крестилась. И была беседа с приходским советом, с этими татарами православными. Нас что поразило, они не знали, кто они.
А кто-то говорил, а мы булгары, кто-то говорил, отрекался, мы не татары, потому что татары это злые мусульмане, мы не татары. А кто же вы? И русскими они себя как бы. Мы все русские, в том смысле, что мы русские, мы живем в России, я русская татарка. Но они не могут сказать, что я полноценный русский, И потому что я мы татар. полная Российской империи, Да, и эти люди, Третьего Рима. эти люди, Разделяй они власть, было очень сложно называется. осознать, что они именно татары православные. Потому что как бы Меньше места национализма. татарам православным нет. Меньше Вроде желания как. выйти из состава Российской хотя Федерации. есть. И я сейчас что поняла за Поэтому, многие в годы, принципе, да. что татары должны сами Ну, смысл этого сами всего. сделать то, что никто Может, за нас не сделает. если Мы татары сами будут должны мусульмане, сохранять и язык будут едины, через по молебны. мусульманам, Мы у сами них не будет должны татар служить евреев, литургию. у них не Сложно будет прийти и крещеных татар, сказать у них не вот, будет батюшкам, мешал, которые вот, исконно русские, у да, них не будет сказать, богатых вот дайте нам, татар, вот элиты, сделайте. Нам и бедных скажут, татар, ребята, все есть в алкашей, церкви, все бомжей, есть для вас. наркоманов. Сделайте, соберитесь. Вы вообще можете что-то сделать? Вы можете Что? собраться? Что Мы не будет? можем. Будет Я раньше революция. думала, вот нам не дали, Скажут, нам не скажут, сделали, мы нам хотим не выйти из состава мешают, нам Федерации. то всё. А потом я подумала, если мы Всё. реально что-то из себя представляем, мы православные татары, мы должны это сделать. Мы должны собраться Поэтому разделяй и властвуй. все-таки будет литургия, и за счет этой литургии будут приходить к вере наши На родные базе близкие. этого Потому что мы эта ходим на приход, тема не пройдет. обычный в На храме базе. Да, на Юго-Западный. осетина не крещеная. Много-много лет ходим. Вот. Еще И давно. вроде как Их нам не даже надо не крестить надо. повторно. Хотя мне очень радостно быть на литургии татарской, Вот. да. Но я понимаю, что это в основном нужно в большей степени. А с нужно другими для народами-то не народа пройдет. Для моего Фокусы. народа нужно, чтобы была литургия на татарском языке, молебны на Ну, татарском чтобы языке. лояльность Чтобы люди к России, молились к русским о родных и и близких. в составе России. Вот такое маленькое сообщение. Ну, а только...